Родной осетинский. В Северной Осетии реализуют программу полилингвального обучения. Школятам предлагают осваивать осетинский язык, что называется, методом полного погружения. Специалисты рассчитывают на то, что среда, которую создают специально, поможет выучить родную речь. Союзники призывают родителей, говорят, без помощи семьи в изучении языка не обойтись. Какие результаты дает практика, выяснил наш корреспондент Генриетта Албегова. Самые простые слова только на родном языке. Слышать осетинский и понимать его в этом детском саду малышей приучают с самого раннего возраста. Рассказывать сказки и учить стихотворения пока не просто, но дети стараются. Воспитатели уверены, главное, чтобы малыши слышали только осетинскую речь. Учим мы стихи, потешки. И благодаря этому наши детки потихоньку развиваются, чему-то учатся. Самое главное, чтобы родители дома все это закрепляли, все идет с семьи. Успехи хоть и небольшие, но уже есть, говорят педагоги. За 3 месяца непрерывного обучения даже те, кто не понимал ни слова на осетинском, показывают неплохие результаты. Подтверждают эффективность полилингвальной системы и родители. Я сама особо не хорошо владею осетинским языком. И это, к сожалению, конечно. Ну, отец разговаривает, естественно, дома разговаривают. И вот дети после садика начали, есть результат. То есть он мне еще постоянно говорит, я дома по-русски, а он мне говорит: мама, Ирона узур. На осетинском не только занятия. Дети даже во время игр общаются между собой на родном. А еще их стараются погрузить в традиции и культуру народа, показать грани, которых в обычной современной жизни найти непросто. Национальный колорит должен быть во всем, уверены руководители этого детского сада. Поэтому вот такой по-настоящему осетинский уголок здесь в каждой группе. По полилингвальной системе в 60-м детском саду работают 2 группы – ясельная и младшая. Выбрали их неспроста. Педагоги говорят, чем раньше ребенка приучать к изучению языка, тем лучше. Сейчас, пока дети маленькие, пока формируется речь, мы ведем образование на осетинском языке. И где-то к 5 годам постепенно начнется переход на русский язык. И на выходе из детского сада дети, по нашим предположениям, уже должны полностью владеть как в совершенстве как и русским, так и осетинским языком. Помогают в этом специально разработанные материалы. Над ними трудились на кафедре ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного педагогического института. 10 лет назад в учреждениях начали тестировать полилингвальную систему. В этом году было принято решение официально ее ввести в систему обучения. Дополнительные материалы разработаны, типа каких-то словарных работ, игровые, интерактивные материалы разработаны. И я думаю, что там, где есть необходимость и потребность, где хотят родители, чтобы их дети начинали вот, как бы, вход в общественную такую формацию на родном языке, там эти возможности есть. Сейчас полилингвальная система действует в 11 детских садах Северной Осетии. Специалисты пединститута постоянно мониторят эти учреждения, контролируют процессы и отслеживают результаты. Повышение квалификации проходят и сами воспитатели. И все же педагоги уверены, какой бы эффективной ни была методика, только ее одной мало. И без активной помощи родителей, которые сами готовы заинтересованно осваивать родную речь, тут никак не обойтись. Генриетта Албегова, Аслан Тебиев, Александр Каджаев. Новости Иристу.